После смерти всех своих дядьев Дмитрий Александрович Переяславский в 1276 году стал великим князем и начал править по отцовским рецептам. С одной стороны, сражался за Новгород с шведами и ливонцами, а с другой требовал с олигархической республики тяжких даний, которыми откупался от татар и отстраивал Русь. Однако новгородскую олигархию такой расклад не устраивал. Она начала искать такого князя, который бы облегчил нагрузку на Новгород и соблюдал прежде всего его интересы. И такой кандидат нашелся в лице среднего сына Александра Андрея, правившего в городце на Волге. Без учета этого новгородского фактора, того, что Новгород был готов поддержать, в том числе и деньгами, оппозицию великому князю, все дальнейшие княжеские распри на Руси, включая борьбу Москвы и Твери, будут вообще непонятны. Андрей Городецкий отправился в 1281 году в Орду и получил там ярлык на великое княжение в обход старшего брата, после чего двинулся на Русь с татарскими отрядами. Почему ханы решились так радикально попрать отлично им известный принцип старшинства на Руси, до конца непонятно. Может быть, сыграла роль то, что Андрей и группа приближенных к нему князей Федор Черный, Ярославский, Дмитрий Ростовский интегрировались в Орду более тесно, чем Дмитрий Переяславский, который даже не удостоил ее своим посещением. Они подолгу в ней жили, ходили с ханами на войну в дальние страны, женились на татарках. А может быть, Дмитрий Переяславский уже проявил нелояльность к сарайскому хану, переориентировавшись на темника Нагая, который создал практически независимую державу в приднепровских степях. Влияние Нагая простиралось так далеко, что его вассалами признавали себя правители Сербии и Болгарии. А византийский император Михаил Палеолог, освободивший Константинополь от латинян, выдал за него свою внебрачную дочь. Нагай, как видим, хорошо умел ладить с православными. И поэтому неудивительно, что русские князья нашли у него защиту и покровительство. Именно из-за Нагая первая авантюра Андрея Городецкого не удалась. Темник прислал Дмитрию подмогу, и тот разбил помогавших мятежнику сарайских татар и вернул себе великокняжеский стол. Однако к 1293 году возможности Нагая сократились, и Андрей Городецкий предпринял новую попытку захвата власти, на сей раз успешно. Сарайский хан Тахта отправил с ним сильное войско во главе с царевичем Туданом, как ее называли в летописях Дюденеву рать. В ходе этого нашествия были разорены 14 русских городов, включая Москву, а Дмитрий Переяславский был лишен власти уже окончательно и вскоре умер.